Бригада Мирнинского управления автодорог из 3 человек идет вдоль улицы с такой скоростью, что наш телеоператор едва успевает за ними. Это, пожалуй, самый легкий этап дорожных работ. Края поврежденных участков смазывает битумом. Это делается для того, чтобы новый асфальт прочно закрепился на старом основании. Примерно 1 час работы, и улица Аюнского готова ко второму этапу реконструкции дорожного полотна. А это работа уже 2-й бригады. Она проходит по тому же маршруту, что и 1-я. На подготовленные участки укладывается слой нового асфальта, после чего выравнивается и уплотняется катком. Такова технология так называемого ямочного ремонта. Сегодня мы дошли до улицы Ленина. Улицу Ленина прошли, перешли на улицу Аюнского, и дальше мы пойдем уже Советская, соответственно, Павлова, Тихонова и остальные ямочные работы, которые у нас будут. Сделать сплошное асфальтирование или восстановить только отдельные участки конкретной автодороги решает специальная комиссия. Представители МУАДа и городской администрации оценивают состояние примерно 10-метрового участка. Если оказывается, что выбоин и трещин на нем довольно много, эффективнее провести сплошное асфальтирование. Однако подобный ремонт будет вестись не только по центральным дорогам, но и на внутриквартальных территориях. Сейчас объявлен аукцион на внутриквартальное асфальтирование 1-го квартала. Мы будем там отдельно делать зоны для стоянки, будем асфальтировать территорию под спортивную площадку, будем делать газоны. И часть работ там все-таки будет по асфальтированию, но помимо этого будет еще по остальному благоустройству. Кроме того, уже заключены муниципальные контракты на выполнение асфальтирования внутриквартальных территорий на улице Комсомольской, Тихонова, Советская, Павлова и других. Запас всех материалов для проведения ремонтных работ у автодорожников есть. Единственное, что сейчас требуется специалистам – теплые дни, по которым, кстати говоря, соскучились и сами жители алмазной столицы. Руслан Фаткулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».